Добрый вечер. В прямом эфире программа «Новости» в студии Сайхан Сенсаев. И сегодня в выпуске. Площадка для обучения профессиональных бойцов. Глава Чечни проверил работу учебно-тренировочного центра «Собор-Терек». Плачевный итог неосторожности на дороге. В Алханюрте состоялось примирение кровников. От лечения до обучения. Дети разного возраста будут проходить здесь курс реабилитации, подготовку к учебе. В Грозном готовится к открытию новый реабилитационный центр. Кто оказался лучшим из лучших? И сегодня по истечении нашего прямого эфира мы узнаем имя чемпиона зрительских симпатий. Телеканал «Грозный» подвел итоги спортивного конкурса. Глава Чечни побывал с инспекцией в многопрофильном учебно-тренировочном центре «Собор-Терек». Напомню, что комплекс, который открылся в июне прошлого года, включает в себя казарму, мечеть, тренажерный зал, беговую площадку и другие сооружения, предназначенные для повышения профессионального уровня бойцов. Аза Исаева расскажет подробнее. Универсальный центр для подготовки бойцов «Собор-Терек» занимает площадь 8 гектаров. Такая территория позволяет обеспечить проживание и обучение около 200 сотрудников. Впрочем, предусмотрено здесь и множество других условий. Не забывают и о важности рациона. Обед у бойцов уже закончен, в столовой готовится к ужину. Рамзан Кадыров интересуется сегодняшним меню. Сейчас здесь обучаются 175 человек, и сегодня проверили их способность оперативно исполнять приказы. Для подготовки сотрудников здесь есть футбольное поле, волейбольная площадка, беговая дорожка, полоса препятствий, спортзал, тренажерный зал, автоматизированный тир. Высококвалифицированный тренер обучает ребят боевым искусствам и другим видам спорта. Командир базы, старший лейтенант Бадруди Абуев, рассказывает Рамзану Кадырову, как проходят занятия. Строительство учебно-тренировочной базы началось в июне 2013-го, и уже через год она была сдана в эксплуатацию. Комплекс оснащен и оборудован настолько, что даже не имеет аналогов по всей стране. Глава региона отметил, что возможности, которые открывает тренировочный центр, позволят готовить бойцов высокого уровня. Главное, чтобы они сами это понимали, берегли достигнутое и относились к занятиям добросовестно. Глава региона ознакомился с тем, как организованы теоретические занятия, боевая подготовка и условия хранения оружия. Он поручил командиру специального отряда быстрого реагирования «Терек», полковнику полиции Абузайду Висмурадову, держать на постоянном контроле вопросы обеспечения центра всем, что необходимо для подготовки бойцов спецназа международного уровня, способных решать любые задачи. Аза Исаева, Ибрагим Налаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости. Сразу после глава Чечни посетил кадетский корпус, который расположен на окраине села Цинтарой. Здесь изучают не только военные дисциплины, но и предметы общеобразовательного цикла. На территории также оборудован полигон. Рамзан Кадыров провел построение, пообщался с кадетами. Командир корпуса Илья Сиделов рассказал, что здесь на данный момент проходит обучение около 100 человек. В данный момент 53 хузау, больной увой, уволнительный ау, спортзал, что первый год занимается горстаревой подготовкой арбахбой. Сазвод выходной и второй взвод. 33 УУК, 34 ГБ, 31. Рамзан Кадыров проверил все, начиная от меню ребят и заканчивая учебными кабинетами. Особое внимание здесь уделяется физической подготовке ребят. Глава республики побывал на тренировке бойцов. Для них оборудован спортивный зал, где они занимаются под руководством высококвалифицированных тренеров. Ребята показывают хорошие результаты. Среди них есть и победители различных международных турниров. أمرودي علوان سو جالك يا ريون حياتنا إنز ريسبوبليك لا تيوشو يو رسي يوتن.
Профилактика терроризма, экстремизма и духовно-нравственного воспитания молодежи – эти темы стали главными на встрече министра транспорта и связи Рамзана Черхигова с жителями, старейшинами и учащимися школ Алироя. Он отметил, что соблюдение канонов ислама и обычаев народа должны стать приоритетами в воспитании подрастающего поколения. Со своей стороны министр пообещал оказать всевозможную поддержку преподавательскому коллективу и школьникам. Hoşgol kerta çayçı tedakna asa ho yurdan mel o çu tedoroç halat o düş şevok man diye siyasi o çu ide diste tediz o ide diste tediz ide bu handoş doğan o öyle yüz doğan kane o bunu şunu gayteli şunu şey versin gayt orada fotoğrafı yok fotoğrafı kane tedi hayoş baba şunu yok kane şu adı tedo işte doğan yurtlar yer muhtar var doğan dikte noti çüğün yaketler. Образ жизни старейшин села должен стать примером для подрастающего поколения, убеждены сотрудники Центра народного творчества. Здесь состоялась встреча молодежи с самыми почитаемыми жителями села. Вместо привычной назидательной лекции в Корчелое прошла беседа, в ходе которой старшее поколение поделилось с молодыми людьми историями из своей жизни, рассказами о духовно-нравственных ценностях, которые помогли чеченскому народу не потерять национальную самобытность. Подобные встречи планируется проводить во всех муниципалитетах республики. وان خي مسل فتح كيجير خاقيت واشقي وريال وشتو انا قالر الين بروجكتور دي سريع حتى يتسر لكتش اتلوت كيجير خوت اخيل دولهما ويني وعليال دول دين دولهما جين دولهما اوتومان ديها دين دولهما اوتومان دي عليال دولهم يحيوت اوت مسل ش سير دك شو عمل تيك تعاويت تعلريت اوتون ديوان يبوا وشتو ان قالر ليتسين دعوه شي بروجكتور. В Грозном состоялась встреча мэра столицы с работниками различных ведомств, организаций, учащимися и учителями школ, а также жителями Ленинского района. На встрече присутствовали кади Грозного Магомед Хитанаев, командир ОМОНа Алихан Цакаев, начальник УМВД по Грозному Абушаих Висмурадов и префект Ленинского района Шамиль Ачаров. Собравшимся подробно рассказали о возникновении ваххабизма, его последствиях, а также пагубности употребления, распространения алкоголя и наркотических веществ. Было отмечено, что участие молодых людей в военных конфликтах в Сирии и других странах Ближнего Востока не имеет никакого отношения к истинному джихаду. Родители и педагоги в первую очередь должны работать над воспитанием подрастающего поколения, отметил Ислам Кадыров. نصدق نوقع حوج عش موجود ده ديل ده شجليلوش ده ديتر ديل ده شين ولي شو خاويلش يبقى ستوي ده دي خدو مساعدي ونا وصدر شيشي образовать учреждения شيشي دوزلا شي عشتوش متكشكا بقى ترجوير تدمبر. Ну а чуть позже в Грозном состоялась еще одна встреча. Кади Грозного Магомед Хитанаев пообщался с работниками ряда организаций, жителями молодежи Старопромысловского района. Здесь также присутствовали представители РОВД, прокуратуры, богословы и старейшины. Собравшиеся говорили о важности полного искоренения таких негативных явлений, как ваххабизм и экстремизм, употребление, распространение алкоголя и наркотических веществ. Также говорили о необходимости усилить работу по духовно-нравственному воспитанию молодежи совместными усилиями. Завершилась встреча чтением дуа. Власти, богословы и правоохранители призывают участников дорожного движения быть бдительными, потому что последствия неосторожности могут быть плачевными. К примеру, история 12-дневной давности. Итог столкновения двух автомобилей, 3 детей остались без отца. Слово Фатиме Магомшариповой. Сегодня перед центральной мечетью села Алханюрт многолюдно. О прощении виновника пришли просить практически всем миром. Здесь на примирении собрались несколько сот человек. Среди них известные богословы и старейшины села. Первым, попросив разрешения, слово взял Арби Хабзиев, кади Курчеловского района. Он представляет виновную сторону. ديار دروي ديلا دوها يلشنا دوها ويش أستاذي أولياء دوها جيش نهار غندير دول هار يحيى هار دالشون ديكنز بيقن بويلا
Прощение кроника считается присущим истинному мусульманину и имеет особое значение в религии. О ценности и значимости отказа от кровной мести рассказали и присутствующие здесь богословы. أحسن دي عليل دوتش طلهم حق يغزو عن ليلوش داتس هم داتس عن شينول أتصل شابال عول شابيمر تغنا أخنا غنا شيك ويلول شو سق يغزوانت هتريانز جامانت أشدين دوتش طل شو منا ديل دو حكارجيشتو ديل دو حشقين دير بول 25 января в результате аварии на перекрестке федеральной трассы М-29 рядом с селением Чечен-Аул, который в народе называемый Советским перекрестком, столкнулись два автомобиля. Водитель Приоры, 32-летний Магомед Алибеков, погиб. У него остались 3 детей, 2 сына и дочь. Но с сегодняшнего дня вражде Алибековых и Ахмаровых пришел конец, а совместная молитва укрепила согласие между ними. С этого дня из жизни обеих семей уйдут страх и тревога за близких людей. Фатима Магомшарипова, Ахмед Джабраилов, Мурат Эльбукаев и Дани Хавхаров. Новости. 70 лет Великой Победы. Всех вспомним поименно. Программу «Новости» начинает новую рубрику, в которой будет рассказывать о героях, воевавших с немецкими фашистами, защитниках Отечества, которые сегодня стоят на страже порядка своей родины. Наш первый репортаж о ветеране Якубе Умаеве, которому посчастливилось стать свидетелем ярких и незабываемых Дней Победы. В преклонном возрасте он уже не может обходиться без посторонней помощи, хорошо родственники рядом. Ветерану Великой Отечественной войны Якубу Умаеву 92 года. За свою долгую жизнь Якуб прошел через многое, пережил много бед и потерь. Это оставило ему не только душевную рану. На фронт он попал еще подростком, едва исполнилось 18. Воевал на Украине и в Орле, а чуть позже, во время блокады, его отправили в Ленинград. Здесь при обстреле молодой солдат получил серьезное ранение. Осколки задели спину, плечо и легкое. Вечные трофеи войны в нем живут до сих пор. 41 год я. Вот я осколка стисла козыялась, левой стороне похаялась. После тяжелого ранения Якуба госпитализировали. Весть об отправке домой он воспринял как приговор. Он нужен на фронте, война только началась, а его как инвалида отправляют в тыл. В родной Тумкалинский район Якуб вернулся уже в 42-м. «9 мая для ветерана главный праздник. Он с удовольствием ходит на парад и даже тогда, когда прихрамывает здоровье. Парадный мундир, обвешанный орденами, любит надевать по любому поводу, даже если он не кстати». Асан Эльбукаев, Султан Умаров, Абубакар Абазов. Новости. Ключи от новой квартиры получила семья Халимовых. По поручению Рамзана Кадырова глава администрации Гудермесского района Заур Хизриев вместе с командиром специального моторизованного полка имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Алибеком Делимхановым встретились с Расулом Халимовым. Молодой человек, выполняя служебный долг, получил множественные ранения, в результате чего потерял кисти обеих рук и полностью лишился зрения. Все это время он с женой, двухгодовалым ребенком и несовершеннолетним братом проживал в маленькой комнате в тяжелых материальных условиях. Узнав о сложной ситуации Халимовых, президент регионального общественного фонда имени Кадырова Аймани Несиевна распорядилась выделить семье квартиру в центре Гудермеса. Кроме того, молодой человек нуждается в лечении. Для проведения сложнейшей операции по восстановлению зрения Расулу Халимову передали денежные средства от главы республики.
Совсем скоро в Грозном свои двери для сирот, полусирот и детей из малоимущих семей откроет новый реабилитационный центр. Он сможет принять до 50 воспитанников. Центр предусмотрен для комплексной работы с детьми, включая обучение, развивающие игры, и при необходимости здесь готовы оказать медицинскую помощь. Когда состоится открытие, узнавал наш корреспондент. Реконструкция этого здания началась летом прошлого года. За 6 месяцев трехэтажное строение изменилось до неузнаваемости. Уже весной здесь планируют принять первых воспитанников. От 3 до 18 лет несовершеннолетние дети разного возраста. Они будут проходить здесь курс реабилитации, подготовку к учебе по всем нормативам, которые предоставляются социальной службой. Есть, которые будут до дневное время находиться, а вечерние забираться. Будут недельные, которые на выходные недели будут находиться здесь, на выходные домой. Облицовку здания и проводку коммуникационных сетей строители уже завершили. Дело осталось за малым – провести внутренние отделочные работы. Мы закончили отделку фасада, полные работы проведены, подключена сантехника. Осталась сейчас отделка помещений, то есть укладка ламината, плитку практически мы положили, то есть остались мелочи. Регулярно объект инспектирует и министр труда, занятости и социального развития. Махмад Ахмадов выявляет даже самые мелкие недоработки строителей и поручает заняться переделкой. Для детей только самое лучшее. Одновременно на реабилитации здесь могут находиться до 50 детей. В учреждении для них будут созданы все условия, как для дневного пребывания, так и для более длительного нахождения. Динара Мурадова, Халид Мавсаев, Дени Хавхаров. Новости. Горные районы республики стали идеальной площадкой для инвесторов. Пока одним из самых перспективных проектов является горнолыжный курорт Ведучи. В последующем особых экономических зон станет больше, так как число инвесторов с каждым днем растет. Ахмед Джабраилов расскажет подробнее. На этом месте в скором времени появится база отдыха и гостиница на 30 номеров, в том числе для VIP-персон. Пока же рабочие заняты очисткой и подготовкой территории под строительство и отводом русла реки. С началом строительства горнолыжного курорта Ведучи желающих инвестировать в район стало заметно больше. Один из них и Руслан Рахмаев. Стоимость его проекта превышает несколько десятков миллионов. Строительство базы отдыха планируют закончить в этом году. Эскизы проекта уже переданы главе муниципалитета. Администрация Итюмкалинского района пошла нам навстречу, помогли нам по оформлению всех документов, по выделению земельного участка. И мы планируем здесь поставить дом отдыха. Именно выбрали здесь, потому что недалеко находится лыжная база Ведучи. И очень хорошие достопримечательные места, исторические памятники здесь есть недалеко. Мы при этом думаем здесь организовать и конный маршрут, и рыбалка, форель. И что стоит здесь воздух? Пожить, подышать этим воздухом. Это уже многое говорит. С открытием базы отдыха появятся новые рабочие места. Туристы смогут не только остановиться на ночлег, но и половить форель в искусственном водоеме. Работа эта, согласно протокольного поручения главы республики, у нас проводится планомерно, целенаправленно. Инвестор добросовестный, все взятые на себя обязательства выполняет, в кратчайшие сроки работа кипит. Мы это приветствуем, потому что инвестор для нас, это в том числе и для нашего района, они нужны. Это дальнейшее социально-экономическое развитие района. В свою очередь, местные власти заявляют, что делают все для привлечения бизнеса. Например, к инвестиционным площадкам их силами подводятся коммуникации. Ахмед Джабраилов, Хаважи Мунаев и Дауд Куруев. Новости. В Чечне может появиться детский симфонический оркестр. Речь об этом шла на встрече министра культуры Хошбау Дедаева с музыкантами Государственного симфонического оркестра. Он отметил, что для создания нового творческого коллектива необходимо усилить работу с воспитанниками музыкальных республиканских школ. Не просто так, чтобы у нас был оркестр, который мы можем на какое-то мероприятие включить один из программных номеров, чтобы вышли, выступили и ушли. Нет, абсолютно нет. У нас задача, чтобы этот оркестр, эти люди помогали нам развивать то направление, которое мы пытаемся воспитать в нашу музыкальную школу. Мы объявим некий конкурс среди детей,
по аналогии с тем детским оркестром национальных инструментов чеченских, который мы в республике создали. В его планах посетить 1000 городов. Пока с достижением цели Иван Ширяев справляется неплохо. За 3 года путешественник объездил почти 150 городов. Накануне он прибыл в Грозный. Наш корреспондент Алевтина Банадыкова провела небольшую экскурсию для гостя. Открытием для меня, когда я начал путешествовать автостопом, стало то, что люди-то в основном все хорошие, добрые, готовые бескорыстно помогать, содействовать путешественнику. Вот тогда мои глаза открылись, и я стал думать совсем по-другому. Каждое знакомство с новым городом начинается с общения с местными жителями. Именно они ориентируют исследователя, ведь от интернета пришлось отказаться. Телефон можно подзарядить лишь в библиотеке или музее. Кстати, туда первым делом отправляется наш герой. То, что я начал путешествовать, конечно, сначала она беспокоилась сильнее, чем сейчас. Но уже привыкла и следит за моими новостями. А я, чтобы занять себя чем-то новым, начал путешествовать, потому что прежний смысл жизни был утрачен, и нужно было направить свою энергию в другое русло. Со своими родными он постоянно на связи. Дома его ждут мама, бабушка и дядя. А в Санкт-Петербурге и брат, который старше Ивана на 9 лет. Он служил на космодроме Плесецк в Архангельской области. Из 150 городов сегодня Иван выделяет Камчатку. Она запомнилась ему красотой природы. Особенно его поразили действующие вулканы и Тихий океан, да и медведи, за которыми он наблюдал в естественной среде обитания. А у каждого свой смысл жизни. У кого-то он в детях, в семье, у кого-то в карьере, у кого-то в деньгах, у кого-то в развлечениях. У каждого свой смысл жизни, каждый выбирает тот, который ему ближе, который приносит ему радость и удовлетворение. Мне вот этот смысл жизни приносит удовлетворение на данный момент времени, я его пока выбираю. Путешественник ни разу не пожалел о том, что вся его жизнь проходит в пути. В планах у него посетить более 1000 городов. На это, по предварительным подсчетам нашего героя, должно уйти более 6 лет. В ближайшее время Иван также хочет завести семью, а еще справиться по реке, посетить заповедники и познакомиться с другими городами. Только не нашей страны, а зарубежья. Алевтина Банадыкова, Султан Умаров, Мурат Альбукаев, Абубакар Абазов. Новости. В Ачково-Мартане состоялся финальный матч чемпионата республики по зимнему футболу. На поле встретились центровские лидеры Мехкетинский «Теник». О результатах футбольных баталий наш корреспондент. После сигнала арбитра стартует финальный матч чемпионата республики по зимнему футболу. От обычного он отличается таймами по 35 минут. Первыми играют команды «Теник» из села Мехкеты и «Лидер» из Центароя. Уже в первом тайме счет открывает «Лидер». После первого гола борьба за мяч усилилась. Атаки идут у ворот обеих команд. Но результатов ни одна из них не принесла. Тайм завершился в пользу центароевцев. Первый тайм нормально играл, ответ, что... Второй тайм начался с атаки «Теника», которая завершилась неудачно, после чего команды прессинговали друг друга уже как могли, но счет не изменился до конца игры. Победителем чемпионата становится команда «Лидер». Этот чемпионат был довольно-таки интересно, потому что если по сравнению с прошлым годом в республике, по сравнению с прошлым годом, 3-4 новых полей искусственного покрытия были, и команда показала достойную нормальную игру. Все участники чемпионата получили медали, грамоты и кубки, а особо отличившиеся игроки получили отдельные спортивные трофеи. Так, Мамед Сулейманов из команды «Теник» стал лучшим нападающим чемпионата, что считается большим достижением в футболе. Елизавета Чепханова, Аслан Альбукаев, Мурат Альбукаев, Денис Хавхаров. Новости. Исполнился ровно год со дня открытия 22-х Олимпийских игр в Сочи. В честь памятной даты Всероссийского дня зимних видов спорта по всей стране проходят массовые спортивные состязания. В Грозном двойную дату отметили проведением на ледовой арене хоккейного матча. За игрой следила Розана Цамаева. С каждой минутой перед началом турнира напряжение нарастает. Состязание товарищеское, но от этого не менее важное для ребят. Муслим Дадаев хоккеем занимается лишь год. За это время вместе с юношеской сборной принимал участие во множестве игр. А в декабре прошлого года вышел на лед в Словении, где с успехом выступил на международном товарищеском матче. Очень важный матч для нас. Каждый день на тренировки ходил, на льду занимался, все разминки делал, готовился к игре. В годовщину открытия 12-х Олимпийских и 11-х Паралимпийских зимних игр 2014 в Сочи чеченским хоккеистам передали приветственное письмо от президента Олимпийского комитета Александра Жукова, после чего получают краткий инструктаж. Только честная и красивая игра. Все, что требуют судьи от хоккеистов.
Участники поделены на 3 команды. В сером – Грозный 1, белый – Грозный 2, зеленый – Грозный 3. С первых минут идет серьезная борьба за шайбу. Перехватить инициативу друг у друга спортсмены пытаются то напором, то хитростью. В равных составах команда играет, потому что это общая одна команда, мы их разделили на 3 равноценные части. То есть каждый борется, каждый хочет выиграть, то есть это спортивная злость, спортивный интерес, все хотят занять первое место. С трибун то и дело доносятся выкрики болельщиков. Юных спортсменов поддерживают не только друзья по команде, но также родные и близкие. В республике, как мы знаем, все делается для развития спорта. Глава Чеченской республики Рамзан Ахмадович Кадыров, Герой России, делает все возможное и невозможное. Строятся новые залы, спортивные комплексы. Я думаю, что в скором будущем у нас будут развиваться зимние виды спорта уже на достойном уровне. И мы будем выступать на международных и всероссийских соревнованиях по зимним видам спорта. 1,5 часа ледовых баталий выявили победителей. По итогам матчей золото у команды Грозный-1, серебро у хоккеистов Грозный-2 и бронза у Грозный-3. Всех спортсменов также наградили дипломами, грамотами и командными кубками. Розана Цамаева, Елизавета Чепханова, Султан Умаров. Новости. Определился победитель проекта телеканала «Грозный» «Лучшие из лучших». В финале спортивного конкурса оказались 3 спортсмена – Абдулкерим Идилов, Якуб Шамилов и Апти Давтаев. Лучшего выбирали путем зрительского голосования. Кого в итоге выбрали зрители, расскажет наш корреспондент. Абдулкерим Идилов прорвался на спортивный Олимп, одолев многих именитых спортсменов. Чемпион мира по универсальному бою, чемпион мира по версии Fight Nights, обладатель Кубка России по Pro FC и чемпион России по грэпплингу. Вот уже 2-й год подряд в лидерах по числу голосов в телепроекте «Лучшие из лучших». Как боец ты был признан лучшим по итогам уходящего года проекта «Лучшие из лучших». Как ты воспринял эту новость, что стал победителем? Я, если честно, не ожидал, что я выиграю, стану лучшим из лучших. Любой смог бы выиграть, это как бы все достойны были выиграть там. И за меня, наверное, много голосовали, и болельщики были много. Спасибо, благодарю всем, что за меня там голосовали и отправляли. Вот. И рад был, конечно, то, что я выиграл. Идея создания конкурса принадлежит директору телевидения Адлану Бачаеву. Очень много спортсменов за 2 года были номинированы как по месяцам, так и в конце года. Сегодня, подводя итоги, можно сказать, что проект прижился, что он нравится, и мы надеемся, что это даст стимул для ребят, для спортсменов, как молодых, так и начинающих. СМС-голосование проходит следующим образом. Каждый месяц выбираются несколько спортсменов, которые завоевали наиболее весомые победы в соревнованиях различного уровня. Итоги конкурса подводятся в конце года. В финал выходят 3 победителей. Это те бойцы, которые, по мнению зрительского голосования, и есть лучшие из лучших. Телепроект «Лучшие из лучших» на телеканале «Грозный» существует уже 2 года. За это время он обрел невероятную популярность среди зрителей. Вместе с рейтингом программы растет и количество людей, участвующих в выборе лучшего спортсмена республики. Сегодня здесь подводят итоги 2014 года. Звание лучших оспаривают 3 спортсмена – Абдулкерим Идилов, Якуб Шамилов и Апти Давтаев. Победителем телепроекта у нас становится Абдулкерим Идилов, который набрал 52% голосов. Поздравляем Абдулкерима. Сами спортсмены прийти на заключительный этап голосования и подведения итогов не смогли. В студии телекомпании «Грозный» именитые тренера. Они говорят, что для поддерживания хорошей физической формы пропускать тренировки недопустимо. Лишь усердная работа над собой дает право называться лучшим из лучших. Ахмед Джабраилов, Денис Хавхаров. Новости. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на телеканале «Грозный».